эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. «Газпром» планирует подать газ в 30 населенных пунктов Якутии. Власти региона рассматривают программу газификации до 2025 года. Зерновые хозяйства Амгинского района начали уборочную кампанию. Все ли идет по плану. Как победить осеннюю хандру? Жители Удачного поделились секретами. «Газпром» планирует подать газ в 30 населенных пунктов Якутии. Власти республики рассматривают программу газификации Ленского, Алекминского, Алданского и Нерюнгринского районов до 2025 года. В частности, речь идет о населенных пунктах, которые расположены вдоль магистрального газопровода «Сила Сибири». Это позволит значительно снизить затраты на проведение необходимых работ. Напомним, в общей сложности «Газпром» планирует направить на газификацию регионов России 526 миллиардов рублей. Бесплатным горячим питанием обеспечат более 62 тысяч младшеклассников Якутии. На эти цели выделили свыше 450 миллионов рублей. Детей в школах республики кормят со 2 сентября. По информации Миноборнауки региона, 70% школ готовят у себя в учреждении, 20% пользуются готовыми продуктами, остальные кормят детей за счет сторонних компаний. Во всех школьных столовых соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры. После каждого приема пищи проводится санобработка. Все, конечно, соответствует нормам. У нас есть утвержденное 24-дневное меню. Полностью мы готовим здесь. Вот с этого года у нас 75 рублей 79 копеек. Со 2 сентября мы начали уже кормить детей. Ходят они, сами видели, как по частям, вот по подгруппам. Поэтому наплыва детей нет. Спокойно, все по графику. У нас есть график питания каждого класса. И мы к каждому времени мы накрываем столы, они пошли, покушали спокойно. Между тем, Общероссийский народный фронт запустил горячую линию для контроля качества питания младших школьников. По любому вопросу можно обратиться по единому бесплатному номеру. Сейчас вы видите его на своих экранах. Или оставить сигнал на сайте ОНФ. Вопросы и жалобы можно оставлять по качеству питания и его организации. Хватает ли детям времени поесть? Все вопросы будут обработаны в кратчайшие сроки. Нам сейчас предстоит провести глобальный мониторинг всех образовательных учреждений, школ на предмет соответствия качества питания, качества завтраков, которые предоставляются детям. Ну, во-первых, потому что огромные бюджетные деньги на это выделены. Это первое. Второе – это то, что мы хотим, чтобы наши дети питались качественно. И хотим проконтролировать, чтобы продукты, которые поступают в школу, были качественные и в основном местного товаропроизводителя. Зерновые хозяйства Амгинского района начали уборочную кампанию. Под посевную площадь было отведено свыше 4700 гектаров. В этом году у совхоза «Амгинский» были сложные времена, предприятие разорилось. Но благодаря своевременной поддержке республики и района сейчас предприятие выходит из состояния банкротства. В этом году совхоз посеял 700 гектаров овса, 300 гектаров пшеницы и 460 ячменя. В селе Покровка уже собрали 60% урожая. Наше хозяйство вообще ставит целью развития возрождения, то есть возрождения районированных сортов зерновых культур. Потому что все, кто занимается этим, все знают, что у нас те сорта, которые выращиваются в России, они у нас почти непригодны. В этом году мы хорошо взяли ячмень. Под засуху попала пшеница. Овес, мы думаем, что плановые показатели мы возьмем. Первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин проверил ход реставрационных работ в историческом здании, где располагается галерея зарубежного искусства художественного музея. Реставрация идет по графику и будет завершена к столетию Якутии. Все картины, которые ранее располагались в галерее, сейчас находятся в фонде Национального художественного музея. Последняя реставрация здания была более 10 лет назад при переносе его на новое место. Владислав Левочкин отметил, что работы по восстановлению памятников архитектуры всегда дорогостоящие, поскольку необходимо сохранить внешний облик здания. Проект получил федеральное финансирование – это почти 72 миллиона рублей.
В настоящее время проводятся фасадные работы, работы по замене пола, укреплению балок, укреплению основных конструкций. Работа будет продолжаться в течение 2 лет, и мы планируем завершение в следующем году. В этом году здание не будет уже эксплуатироваться, все фонды переведены. Мы надеемся, что тот запланированный объем, который будет произведен, он позволит сделать памятник более долговечным, конечно. Нерюнгринцы приняли участие во всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Напомню, она прошла накануне, в День воинской славы России. Подробности у Тамары Игнатьевой. Диктант проходил в здании городской библиотеки в формате тестирования. Основная цель – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. У меня прадедушка, он воевал, также у него есть награды. Также у меня бабушка родная родилась прямо во время Великой Отечественной войны в 1941 год. Это очень важно для моей семьи, ну и в целом для России. В городской библиотеке написали диктант 15 человек. Была организована вторая площадка в поселке Чульман, куда также собрались все желающие. 10 человек изъявили желание написать диктант онлайн. Всего в этом году в Нерюнгринском районе приняли участие во всероссийской акции 30 человек. Это прекрасная возможность для детей повысить свой уровень. Ну и, конечно же, патриотизм, чувство патриотизма. Мы должны, пока есть хоть один ветеран, а в нашем районе есть единственный ветеран еще живой, он представитель, мы должны чтить эту память и чествовать таких людей. Маргарита учится в 10 классе 2 гимназии. Участвует в акции первый раз. Историческая память – это то, чем должна гордиться наша страна и, безусловно, помнить. Также результаты исторического диктанта важны, потому что они добавляют баллы к ЕГЭ, и я с удовольствием хочу его написать, потому что для меня это важно. Результаты исторического тестирования станут известны в октябре. Их может узнать самостоятельно каждый участник акции в личном кабинете на сайте diktantpobedy.rf по специальному индивидуальному номеру. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. Сегодня в Якутске в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» сотрудники библиотеки «Смарт» вышли на озеленение прилегающей территории. Всего планируется высадить 15 саженцев березы и сосны. Чтобы правильно организовать процесс, библиотекари пригласили гостей из якутского лесничества, которые дали мастер-класс по правильной посадке саженцев. На месте работает мой коллега Александр Хавренко. Он сейчас на прямой связи со студией. Саша, приветствую. Как идет работа? Работа кипит, библиотекари очень яро взялись за посадку, очень быстро выкопали ямки, очень быстро посадили туда саженцы, все это сделали очень правильно, очень хорошо, очень добротно. Мы очень надеемся, что все эти деревья приживутся, и у жителей микрорайона и вообще Якутска появится новая зеленая зона. О том, что это за акция и как ее будут реализовывать, нам рассказала ее идейный вдохновитель Елена. Давайте послушаем, что она нам сказала. Мы в этом году придумали такой экологический проект «Защитим нашу планету». В рамках этого проекта мы предусмотрели акцию, которая будет происходить в сентябре «Посадить дерево». Мы решили озеленить прилегающую территорию нашей библиотеки. И недавно услышали про то, что стартует такая общероссийская кампания по озеленению, по сохранению лесов, по восстановлению лесов. «Сохраним лес». И мы решили с удовольствием принять участие тоже в этой акции и за счет посадки деревьев приумножить зеленую составляющую нашей планеты. Ну и как нам сказали организаторы, эта акция не разовая. То есть каждый год они будут ее повторять, потому что мест в городе, где можно еще высадить деревья, очень-очень много. И через год мы посмотрим, насколько прижились эти саженцы, и, видимо, сделать какую-то работу над ошибками, если вдруг что-то пойдет не так. И таким образом наш город станет еще более красивым, более привлекательным и более зеленым. Настя, на этом у меня пока все.
Александр, спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был мой коллега Александр Хавренко. Калининградский психоаналитик рассказал о причинах осенней хандры. Максим Кожемякин считает, плохое настроение связано с выделением в организме грустного гормона мелатонина. Побороть сезонную депрессию можно. Специалист рекомендует гулять, заниматься спортом и есть овощи. У северян свои способы. Чем осенью занимаются жители Удачного, расскажет Ирина Балкова. Осень – прекрасное время, которое так любят описывать поэты. Для некоторых это погружение природы в спячку, для других это отличный шанс пообщаться с миром. Александр Дутов вместе с внучкой все свое свободное время, особенно в сентябре, проводит в лесу, собирают ягоды. Мужчина может часами говорить о ее полезных свойствах. Брусника, во-первых, в ней много витаминов. Большое количество в ней витаминов Е и С. Много минералов, марганца. Там, по-моему, марганца 100 с лишним процентов. Потом калия. И, в основном витамины Е и С. Пока одни балуют себя дарами природы, другие наслаждаются запахом костра, звуками дикой природы. Для Сергея и его друга Руслана это самое лучшее время для рыбалки. Проводят они его вдали от цивилизации. Свою первую пойманную рыбу Сергей помнит отчетливо. Я вот побежал быстро домой, спорол, посолил, потому что знал, что мама придет с работы, а у нее будет такая вкусняха. Конечно, мама пришла с работы, такая, обрадовалась, такая, сынок. Мне было, наверное, лет 10, 9, где-то так. Вот. Но в то время у нас плохо работали, скажем так, очистные. Он пах бензином. И так было досадно, что такую рыбу поймал, настоящую, все. А Олег Моисеев уже с 5 лет начал знакомиться с дикой природой. Его папа всегда брал с собой на рыбалку и охоту. Очень любил ездить с папой, особенно весной и осенью, когда уже нет комаров, но есть грибы и ягоды. Помнит с детства, как в деревне коллективно ходили на рыбалку. Как вот здесь вот в Якутии принято, то есть коллективная рыбалка, потом всю эту добычу, вот как вот карася ловят, вот, потом все это делят там, то есть на всех там на семьи. Вот. У нас тоже такая рыбалка там существует, но бреднем. Вот. И тоже маленькие там, то есть практически там полдеревни участвуют. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». На этом все. Оставайтесь с нами.